Beko бренди менен таанымал Эфор Бишкек Ltd камсыздандыруучу компаниядан өрттүн кесепетинен жаралган чыгымды ушул күнгө чейин төлөтө албай убара. 2019-жылы ишкана ижарага алып колдонгон кампада чыккан өрттө ал жактагы болгон баардык буюм, техникалар күйүп кеткен. Жактоочунун айтымында мындай кырсык болгон учурда камсыздандыруучу компания чыгымды төлөп берүүсү керек болчу. Там вот видно, что проходит на высоте вверху электропровод, он начинает искрить и начинается пожар. Ну и как бы все здесь понимаем, что бытовая техника, она вся обложена вот этим поролоном, пенопластом, коробки, то есть это все вещества, которые очень быстро возгораются. Буквально, получается, через 15 минут приехала пожарная служба, но она не смогла уже погасить пожар. И, соответственно, весь товар со всем находящимся там складом бытовой техники, он сгорел. По договору страхования страховая компания в случае утраты, повреждения имущества обязана была выплатить страховое возмещение. Сумма страхового возмещения, она не маленькая. Она составляет $1 миллион. Для нашей страны это, в принципе, очень большая сумма. Соответственно, страховая компания всеми силами сейчас, уже в течение 3 лет, пытается не выплатить эту сумму. То есть они признали наступление страхового случая, то есть заявление такое есть, а потом потребовали, чтобы компания провела внутренний аудит. Эфор Бишкек Ltd. Они сами наняли аудиторскую компанию, которая проверила Эфор Бишкек Ltd., подтвердила, что сумма ущерба не завышенная, что действительно вот энное количество техники на такую-то сумму сгорело. То есть все, что можно было, они проверили, как бы убедились, что ущерб реальный, что он соответствует той сумме, которая сказала ЗАО Эфор Бишкек Ltd. Канышай Мамытова кошумчалаганда, иштин алкагында дайындалган экспертизанын жыйынтыгында өрт электр зымдарынын кыска чыңалуусунан улам келип чыккандыгы айтылган. Бирок кошумча дагы бир нече экспертизалар дайындалып, алардын ар биринин жыйынтыгы ар башка болгондугу суроолорду жаратууда. Первоначально, когда была назначена пожарная экспертиза, эксперты написали, что причиной возгорания послужило короткое замыкание. Ну, в принципе, так оно и есть. Но такое заключение экспертизы очень не понравилось отдельным лицам. Как бы понятно, кому оно не понравилось, да? Была назначена повторная экспертиза, еще одна комиссионная, то есть 3 экспертизы всего. И все 3 экспертизы проводил, в принципе, один и тот же состав экспертов, что, в принципе, не допускается. Да? Как бы суть повторной экспертизы в том, что либо другие рассматривают, либо к ним дополнительно привлекаются новые лица для того, чтобы дать оценку предыдущей экспертизе. Но, тем не менее, 3 разных экспертизы, и все 3 экспертизы, они говорят о разном. То есть первая экспертиза говорит, причиной послужило короткое замыкание. Вторая экспертиза говорит, причиной пожара послужило то, что компания разместила склад в помещении, где проходили токопроводы. И в третьей экспертизе это было вообще просто... У меня шок, когда я ее прочитала. Эксперты написали, что причиной пожара послужило механическое воздействие. Якобы там кто-то вот этот провод задел. Но сейчас вот вы увидите, что никто этот провод не задел. В принципе, его задеть невозможно. Он на высоте 4, по-моему, метров находится. Ал эми жогоруда аталган камсыздандыруучу компания АТН Полис өрт электр зымдарынын кыска туташуусунан чыкканын моюндаганы менен келтирилген чыгымды төлөп берүүгө ашыкпай эле. Алгач алар тергөөнүн жыйынтыгына чейин чыгымды төлөөнү жылдырса, көп өтпөй чыгымды төлөөдөн толук баш тартышкан. Компаниянын башкы директорунун орун басары Кабылжан Мамажановдун айтымында өрттүн кесепетинен жаралган чыгымдын көп болуп кетүүсү жана өрттү өз убагында өчүрө албай калуусу кампаны туура эмес толтуруп эреже сакталбагандыгынан болгон. Не одна, там несколько экспертиз было, дополнительная, комплексная. Все экспертизы сказали, что на складе Эфор Бишкек было нарушение правил пожарной безопасности. В соответствии с законом о пожарной безопасности, в соответствии с договором, правилами пожарной безопасности, правилами страхования, аларга отказ жаздык, потому что в связи с тем, что нарушены правила пожарной безопасности, мы имеем право отказать деп жаздык. Алар сотка кайрылышты. Первую сотну они выиграли, вторую инстанцию выиграли мы. На сегодняшний день решение Бишкекского городского суда о том, что мы им отказали, признано законным, и оно вступило в силу. Поэтому наши действия считаются законными. Сама причина возгорания там было короткое замыкание, но
ущерб произошел в результате того, что они неправильно складировали, они не смогли потушить, потому что слишком сильно заскладировали и под шинопроводом. В результате чего ущерб в чем был, да? Я понимаю, они проиграли, из-за этого они воздух сотрясают. Белгиленгенде Эфар Бишкек ишканасы чыгымды төлөтүү үчүн сотко кайрылган. Ишти караган Ленин райондук соту алардын өтүнүчүн канааттандырган менен Бишкек шаардык соту бул чечимди жокко чыгарган. Учурда Эфар Бишкек жогорку сотко кайрылышты. Белгилей кетсек, учурда кампанын башчысы Бакыт Жоргоевке карата кылмыш иши тергөөдө. Жактоочунун айтымында аталган иш райондук соттун Эфар Бишкектин пайдасына чыккан чечиминен соң белгисиз себептерден улам жанданган. Как было сказано моей коллегой, действительно, в начале 4 раза уголовное дело прекращается за отсутствием состава преступления. Но впоследствии, вот вы должны обратить внимание на причинную связь по хронологии. Как только районный суд выигрывает, перед городским судом дело возобновляется, опять прокуратура Ленинского района, и полным ходом с обвинительным уклоном идет рассмотрение уголовного дела, что переросло в незаконное предъявление обвинения за вскладу Эфар Бишкек Жоргоеву. То есть в данной ситуации причинно-следственную связь я с коллегой полностью согласен, что здесь имеет место, скажем так, вовлечение в данное уголовное дело третьих лиц. Я не могу сейчас сказать, что ли это АТН Полис, но в данной ситуации, как я понял свою коллегу, если Жоргоева признает виновным, то у них, то есть у страховой компании есть основания отказать. Ал эми Эфар Бишкек ЛТД компаниясынын негиздөөчүсү Кемаль Газиоглу өлкө бийлигине болгон кайрылууларынан майнап чыкпай жаткандыгын билдирүүдө. Ал бул сыңары жаралган жагдайлар өлкөгө инвесторлорду тартуу ишине көлөкөсүн түшүрүүдө деп эсептейт. Bu süreden bugüne kadar takriben 560 milyon som vergi ödemiştir. Ortalama 50-60 kişiye istihdam iş yaratmıştır. Eğer işlerimiz bu ülkede her gün güzelleşerek, artarak devam ederse biz de faaliyetlerimize devam edeceğiz. Tabii ki devlete kattığımız katma değer, maliyet de artacak. Beko firması olarak geldiğimiz yıldan beri, yani yaklaşık 15 yıldır biz firmamızı, depomuzu ve mağazalarımızı sigorta yapıyoruz. Benim ülkemde de olduğu gibi Kırgızistan'da da birçok firmalar var. Bu firmalar hiçbir zaman doğru çalışmıyorlar. İyi niyetli değiller. Her türlü yanlış işlerin içerisine de girebiliyorlar. ATN Polis sigorta şirketi de bu ülkede asla iyi niyetli değil. Düzgün çalışmıyor, doğru çalışmıyor. Ve bu ülkenin mahkemelerini de etkilemek için her türlü yanlış işlere giriyor ve girmeye devam ediyor şu anda. Кемаль Газиоглу камсыздандыруучу компания ишти өз тарабына чечүүнүн аракетин активдүү көрүп жаткандыгын кошумчалап, жана колунда бар далилдерин башкы прокурор менен бөлүшүүгө даяр экендигин белгилейт. Бирок анын айтымында башкы прокурор менен жолугушууга кылган аракеттери ишке ашпай келет.